Сегодня в Софийском соборе в Киеве прошла интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания. Несмотря на то, что на церемонии не было многолетнего главы УПЦ КП Филарита и верующих, она считается завершенной, а предстоятель ПЦУ, Епифаний, полностью вступившим в свои права. Филарит передал свое письменное послание, которое будет зачитано в конце литургии, в котором объясняет свое отсутствие резким ухудшением здоровья. Зато на церемонии был Петр Порошенко с супругой, а также глава украинских греко-католиков. Напомним, интронизация была приурочена к 40-летию Епифания. Во время интронизации он, как сообщают, помолился за главу РПЦ Кирилла. На престол Киевской митрополии Епифания сажали представитель Вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Гальский Эммануил, митрополит Макарий, который ранее возглавлял Украинскую автокефальную православную церковь, УАПЦ, а также бывший винницкий митрополит Симеон. Согласно обряду интронизации, каждый из них благословил словом «аксиос», что в переводе с греческого означает «достойный». В ответ Епифаний тоже ответил «аксиос», то есть он выразил свое согласие. Таким образом, все ветви украинского православия, кроме самой большой, УПЦ, благословили Епифания на престол. После интронизации Епифания запланировано первое заседание Священного Синода Поместной Церкви. Состоится юридическое оформление руководства церкви, будет сформирован круг лиц, ответственных за дальнейшую политику единой поместной церковной структуры. Между тем, как уже сообщала «Русская весна», известный афонский старец Ефрем, который прибыл на интронизацию Епифания, сначала был госпитализирован в Киеве с инфарктом, а после покинул Украину, заявив о безоговорочной поддержке канонической церкви и митрополита Ануфрия.